Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Сарглана Неустроева. Сегодня в эфире. Уровень радиации замерили в Кобяйском районе сразу после запуска ракеты-носителя. 1 миллион получит лучший каток Якутии. День работников культуры прошел в республике. Практически сразу после запуска ракеты-носителя Минэкологии региона измерила уровень радиации в Кобяйском улусе. Обследовано 3 мониторинговые точки, отобраны пробы, проведены замеры радиационного фона. Он находится на уровне ниже среднереспубликанских значений, говорится в сообщении. На поиски фрагментов отправились сотрудники Роскосмоса, химлаборатории Хабаровский, Минэкологии Якутии и спасатели. День работников культуры отметили в Чурапче праздничным шествием. Порядка сотни человек прошлись по центральным улицам села в национальных костюмах. Шествие завершилось на главной площади национальным хороводом «Осохой». Также в честь праздника в культурном центре АИЛГы представили выставку-конкурс местных народных мастеров. Галерея народных художественных промыслов открылась в столице республики. Здесь якутские мастера могут круглосуточно продавать свои изделия. Народные художественные промыслы нуждаются в поддержке, так как это одна из наиболее пострадавших в пандемию отраслей экономики. Главные особенности и отличия от торговых рядов и центров – продаваемые здесь изделия должны обладать художественно-стилевыми особенностями Якутии и сделаны только вручную. Сейчас взят курс на развитие народных художественных промыслов и в России, и в Якутии. И мы очень рады, что глава в своем послании 24 декабря отметил, что это одно из таких направлений, которое должно развиваться. Для нас это инвестиция в то, что мастера станут бизнесом. И это место для пересечения туристов, которые приезжают в Якутию, и людей, которые производят наши чудесные изделия в районах. Не забывает ремесло предков и чтет их традиции и эвенкийская семья в Удачном. Она переехала из Оленевского улуса. Навыки и умения национального мастерства они передают своим детям, а те с удовольствием совершенствуют их. Подробнее в сюжете далее. Набирай сюда. Передник, обозначающий след куропатки, и белый олень. По поверью они приносят удачу и благополучие. Олеся с детства наблюдала, как ее родные умело вышивали национальные орнаменты бисером на одежде, и училась у них. Так как у нас дочка танцует с 5 лет, я костюмы, рисунок костюма выходит из танца, который она исполняет. Орнаменты малых народов Севера отличаются расцветкой. В эвенкийской одежде присутствуют голубой, белый и черный цвета. Они символизируют небо, воздух и землю. У долган, живущих в Анабарском районе, желтый и оранжевый в честь северного сияния. В якутском больше ярких оттенков, например, красный. На изготовление украшений для одного костюма уходит примерно 1,5 килограмма бисера. Умение создавать неповторимый национальный колорит Олеся передает своим детям, и они с удовольствием учатся этому. Мне нравится с мамой вышивать, потому что получаются очень красивые узоры. Мне нравится это видеть и надевать. Мне кажется, никто не сможет делать такие костюмы, как у меня. Маленький Эрхан не отстает от женской половины семьи. Он как бы на перегонки с сестрой старается как можно больше надеть бисера на нитку, но все же мечтает о другом. Но я хочу, когда вырасту, пойти с папой на охоту. Вот и во время нашего приезда глава семьи покорял бескрайние просторы тайги. Все свое свободное время от работы Вячеслав посвящает охоте и рыбалке. Эти вещи сделал мой папа. То, что у меня на голове, используется для танцев и для игр. И еще он делал, такой барабан, бубен.
Олеся не останавливается на достигнутом. Она совершенствует свой талант, узнает у своих предков что-то новое и вносит это в национальные костюмы. Ну а дети с радостью подхватывают идеи мамы и помогают ей. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 1 миллион рублей получит каток, объявленный лучшим на республиканском конкурсе «Лучший ледовый корт-2021». Главам районов и поселений необходимо с 1 по 10 ноября 2021 года подать заявку с описанием состояния и работы корта, проведении тренировок, спортивных мероприятий на катке. Материалы направляются в конкурсную комиссию, которая рассмотрит заявки с 20 ноября до 1 декабря. Жюри определит победителей и призеров с 11 по 15 декабря текущего года. Каждой птице по домику учащиеся 5 класса Маинской средней школы смастерили и развесили скворечники на территории якутского зоопарка Арто-Дайду. Об этом сотрудники зоопарка сообщили на официальной странице Instagram. Школьники приурочили акцию предстоящему Дню птиц, который ежегодно отмечается 1 апреля. Также дети планируют приезжать в зоопарк во время каникул и вести наблюдение за птицами и обитателями зоопарка. Далее о прогнозе синоптиков на ближайшие сутки. В Якутске сегодня преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха -6, -8 градусов. На 27 и 28 марта на западе и юге республики умеренный снег, ветер. Температура воздуха -8, -13 градусов. На северо-востоке -23, -28, днем -1, -6. Местами 0, +5 градусов, на севере -9, -14. Это были самые холодные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До встречи.